Какая компания выиграла тендер на 100 миллионов? Сен мынандай деген тұра емес та. Журналист болсаң, журналист ешкім қой өрбейсің бе? Аяқтасын жол қойла сөз болса. Abi жолдашыңыздан алып? Ала, жолдашым болады. Аяқта Темірлаев деп ойлесең, андай ошандай емесің сен. Всем привет, с вами Ахтылек Капаров. За 3 года нашей работы мы опубликовали десятки расследований по государственным закупкам. Это тот же сват президента и тендер на 500 миллиарда. Это тот же экс-глава Кыргыз-Темиржол Василий Дашков. Его компании выигрывали госзакупки в самом же Кыргыз-Темиржолу на десятки миллионов и так далее, и так далее. Ну а сегодня вы узнаете о том, какая компания выиграла тендер на 100 миллионов и с какими чиновниками она связана. Погнали! Дорогие зрители, поддержите нас в сервисе Patreon. Ставьте лайки, поделитесь этим видео и подписывайтесь на все наши социальные сети. А мы продолжаем. Итак, 1 апреля президент Садыр Джапаров сообщил, что до конца года построят около 100 школ. Где не строят школы, приходится строить тюрьмы. В прошлом году построили 42 школы и отремонтировали еще 11. В этом году заложено строительство 204 школ. И к концу года сдадим в эксплуатацию около 100 из них, написал президент. И в связи с этим наша команда решила посмотреть на тендеры по строительству этих самых школ. И нашли один интересный тендер. 26 мая Ошское областное управление капитального строительства объявило конкурс. Хотят построить школу на 225 учащихся в селе Кашкатерек Узгенского района. Планируемая сумма 110 миллионов. В конкурсе приняла участие всего одна фирма. И как ни удивительно, компания ТАПИКа выиграла этот тендер, предложив свыше 91 миллиона сома. Мы решили узнать, что это за фирма, и нашли связи учредителя компании с чиновниками из счетной палаты госпредприятия и с бывшим замминистра образования. Итак, по данным Минюста, компания ТАПИКа зарегистрирована по адресу Казакова, 35. Учредителем ОСО числится Туркбаева Джибек Айденбековна, 1995 года рождения. А по данным кадастровой службы, дом на Казакова, 35 зарегистрирован на Туркбаева Айденбека Бюрюбаевича. И как показывает Минюст, Айденбек Туркбаев еще работает директором госпредприятия строительно-монтажного управления Министерства внутренних дел. Вдобавок, сайт 4KG со ссылкой на издание Турмуш пишет, что в 2011 году ныне чиновник Айденбек Туркбаев числился руководителем той самой фирмы ТАПИКа. Ну и на сайте государственных закупок в качестве руководителя этой фирмы до сих пор указан Айденбек Туркбаев. Учитывая такие факты, как возраст, фамилия, отчество, компании, связи по адресу и лайки в соцсетях, мы приходим к выводу, что Джибек Айденбековна, возможно, приходится дочерью Айденбеку Туркбаеву. А он, в свою очередь, директор государственного строительно-монтажного предприятия. То есть, возможно, отец учредителя фирмы, выигравший тендер на строительство школы, занимает высокую должность именно по строительству. И не только это. Потому что с 2019 и по 2021 годы фирма ТАПИКа выиграла 5 тендеров на 26 миллионов сомов. Друзья, как вы помните, фирма ТАПИКа зарегистрирована по адресу Казакова, 35. По этому же адресу зарегистрирована еще одна компания, которая занимается строительством. Она также выигрывает государственные закупки. Фирма называется Сансызбай. По данным OCCRP, несколько лет назад Айденбек Туркбаев также числился учредителем этой фирмы. Учредитель компании сейчас Артыкова Сейликан Рахманджановна. Итак, весной этого года Ошское областное управление капитального строительства объявляет конкурс на строительство системы водоснабжения в Узгенском районе. Тендер выигрывает компания Сансызбай, предложив 31 миллионов сомов. Дорогие зрители, если вдруг вы подумали, что фирма Сансызбай выиграла только один многомиллионный конкурс, то ошибаетесь. В 2020 и 2021 годы компания выиграла у различных госучреждений 5 тендеров почти на 52 миллиона сомов. Мы нашли, что же связывает Айденбека Туркбаева с Сейлихан Артыковой.
Смотрите, это аккаунт Сейлихан Артыковой в Одноклассниках. Она опубликовала фотографию и подписала «Балам менен», то есть с сыном. Мы нашли и парня на том снимке. Вот его аккаунт. Его зовут Жолдубек Туркбаев. А эту фотографию опубликовал сам Айдынбек Туркбаев. Тут мы видим Сейлихан Артыкову, Айдынбека Туркбаева и Жолдубека Туркбаева. Вот такие дела. И да, Айдынбек Туркбаев не единственный чиновник в семье. Его родной брат Адамбек Туркбаев – глава подразделения счетной палаты по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областях. Еще один брат Фазылбек Туркбаев – бывший замминистра образования. По данным OCCRP, последний раньше также числился соучредителем в фирме ТАПИКа. Чтобы взять комментарии и уточнить информацию, мы направились в строительно-монтажное управление МВД. Сотрудники госпредприятия сообщили, что директор Айдынбек Туркбаев сейчас находится в отпуске и дали его контакты. Через полчаса мы позвонили ему. К сожалению, его номер оказался недоступен. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Далее, с помощью портала «Открытый бюджет» нам удалось узнать, что весной фирма ТАПИК возмещала материальный ущерб в размере 4 миллионов сомов. И там же нашли один номер. Результат GetContact показывает много имен Сеиль и Айдын. Мы позвонили на этот номер. Нам ответила Артыкова Сейлихан Рахманджановна. Она подтвердила, что Айдынбек Туркбаев, ее муж, Аджибек Туркбаева является дочерью. И подчеркнула, что Айдынбек Туркбаев не имеет никакого отношения к этим тендерам. Артыкова Сейлихан Рахманджановна екен. Да. Сансызбай деген фирманын негиздөөчүсү катары сиз көрсөтүлүпсүз да? Ооба. Сиздики да, э? Ооба. Ошол тендерлерди катышып, тендерлерди утат экен да, акыркы жолу жазында 31 миллиондук тендерди утупсуздар. Аха. Вот, ошонун негизинде тиги Сансызбай фирмасы Казакова 35 дарегинде катталган турбайбы? Ооба. Ошол даректеги так Туркбаев Айдынбек Бөрүбаевич агайга таандык экен да. Ал жолдошуңуз калабы? Ооба, жолдошум болот. Ти Айдынбек Бөрүбаевич эмен СМУ МВДнын начальниги турбайбы? Ооба. Строительно-монтажный, именно строительство жактанчы. Анан сиздердин компанияңыз тендерлерди утканга кандай тиешеси барбы же жокпу? Ошону тактайлык деп элек. Анын тиешеси жок, мен баламдын көзүн иштешет да. Жолдубек менен да? Жолдубек менен байланыша бергиле, Жолдубектин телефонун берейин. Анан дагы бир маалымат тактагым келип атат да. Так, ошол эле Казакова 35 дарегинде ТАПИК деген да бир фирма катталып тур да, строительство боюнчачы. Анын негиздөөчүсү катары Туркбаева Жибек Айдынбековна көрсөтүлгөн экен да. Ооба, мен кызым болот. Айдынбек Бөрүбаевичтин ошол Туркбаева Жибек Айдынбековнанын фирмасына дагы тендерлерине дагы тиешеси барбы же жокпу деп да тактайын атканбыз да. Жубайы катары айтып кетесизби? Тиешеси барбы же жокпу? Менин тиешеси барбы? Айдынбек Бөрүбаевичтин ТАПИК Жибек Айдынбековнанын фирмаларына, фирмасынын тендерлерине. Кызым ал жолдошу менен өздөрү иштешет. Булар Айдынбек бул немеде Айдынбек өзүнүн жумушу менен. Чуть позже нам позвонили с этого номера. GetContact показывает, что номер сохранен как Жолдубек Туркбаев, Джибек и так далее. И мужчина вызвал нас на разговор. Мен чалып жаткан себепчилер чалып туруп эле ошо Артыкова чалып туруп эле сен мындай деген тура эмес да. Чоң эле аял. Аха. Мындай деп ал вообще тура эмес чалыпсыңар да силерчи. Сен тааныбай атпайсыңбы? Кимди тааныбай атасың? Сен айтып атпайсыңбы Артыкова Сейлихан Рахманджановнаны тааныбайм деп? Мен тааныбай атам. Ооба, мен тааныбайм. Бирок мен тааныш болом. Кандай тааныш болосуң? Сен мындай тендер утуп алдың деп сен бирөөнүн интересине эмне кыласың киришип? Кандай интересиң бар? Ол сага эмне кылып атабы, каяка барып атабы? Вообще журналист болсоң, журналист ишин кыла бербейсиңби? Сен журналист эмессиң сен вообще эле. Ким мен? Аякта Темирлаев деп эле сен андай вообще андай эмессиң сен. Сен кандай тиешең бар эми бияка? Эми сен жооп берчи, пожалуйста.
Мен тиешем бар, мен тиешем болгон үчүн сага чыгып атпайм. Жөн ошо бизге тактап бер да, кандай тиешең бар экен, кандай мамилең бар. Мен компанияга, тендерге тендерге. отчет бергенге сама эме эмесиң биринчиденчи. Аяктасын жолугу эле сүйлөшөбүз болсо. Далее нам позвонили с еще одного номера. Мужчина представился как Нурбек Исабеков. Однако сервис GetContact показывает, что номер сохранен как Нурбек Туркбаев, майор Туркбаев, Нурбек Пагран и так далее. Мужчина заявил, что хотел удостовериться, что мы не мошенники, а действительно журналисты. Чалганым, ошол мошенникке дал келип туш келип калып атып го. Коркутуу, үркүтүү, кайсыл жактан баш айландыруу болуп, анан анткени буга чейин туш келгенбиз да. Ошол эле тастыктап коеюн деп. Азыр Жолбек менен сүйлөшсөм, ал да коркуп калыптыр. Эми коркуп калыптыр деген сөзүм бул мошенниктер чалып атат деп ойлоп калыптыр да. Сиз менен бир аз топол сүйлөп коюшу мүмкүн. Ошондуктан эгерде туура эмес сүйлөп атса кечирим сурайм. Туура эмес мамиле кылып койсо. Уважаемые кыргызстанцы, я удивлен таким явлением, когда жены и другие родственники чиновников вдруг оказываются успешными бизнесменами и начинают выигрывать многомиллионные тендеры. Меня также удивляет то, что дети некоторых чиновников, если они не становятся бизнесменами, то начинают получать различные должности в министерствах и ведомствах. Неужели нельзя ничего с этим поделать? Как решить такую проблему? Пишите свои варианты в комментариях. С вами был Ахтылек Капаров и до новых встреч!